Ощущение полной безнаказанности и наплевательского отношения к закону героев этой записи просто поражает. Это никакие не 90-е, январь 2025-го, сетевая АЗС в Абхазии. Представительский седан блокируется 3 машинами, а в руках одного из нападавших калашников. Пассажиров черной иномарки пересаживают в другое авто. Один из них российский гражданин. Преступников не смущает ни наличие свидетелей, ни видеонаблюдения, ни того, что могут пострадать простые люди. Ведут себя дерзко и очень уверенно. Руководит похищением прямо из люка микроавтобуса небезызвестный в регионе криминальный авторитет Адамыр Пачалия по кличке Пачаха. Пачалия имеет судимость за то, что ранил полицейского и за то, что хранил незаконно огнестрельное оружие. Уже есть у него такая судимость. Он является в Абхазии таким, знаете, авторитетным безработным. Человек нигде не работает, но живет на широкую ногу. Вот. И имеет обширнейшие связи в криминальной среде Абхазии и за ее пределами. Удивительно, но Пачаха уже больше года находится в международном розыске за нападение на полицейских. Однако при этом абсолютно свободно перемещается по республике. Не исключено, что благодаря связям где-то на самом верху. Периодически его видят даже за границей. Точно известно, что после нападения на полицейских в прошлом году он скрывался в Грузии. То есть в стране, которая с Абхазией воевала, когда Сухум отстаивал свое право на независимость. И ведь для большинства абхазов Грузия противник номер один и сейчас, а для таких, как Пачаха, получается друг, соратник и брат. Летом 24-го он даже с грузинским вором в законе Тариэлом Ани по кличке Таро был замечен на футбольном матче в Европе и был, говорят, в майке с флагом Грузии. Воровской мир, он такой, знаете, единый и неделимый. Почему? Им чужда политика. Они живут своей жизнью, живут своей воровской жизнью, криминальной. И поэтому выходцы из Абхазии, выходцы из Грузии, выходцы из Азербайджана, из Армении, понимаете, они никаких политических разногласий между собой не имеют. У них цель одна – это пополнять общак и зарабатывать, как они говорят, бабло. Вот. Больше им ничего в этой жизни не интересно. Жители республики рассказывают, что Пачалия давно употребляет синтетические наркотики, занимается вымогательствами и, что называется, крышует местных бизнесменов, которые манят криптовалюту. Разумеется, делать это полулегально, поэтому и пожаловаться большинству из них некому. А вот платить такому вот дельцу приходится. Вероятно, у крыши тоже есть своя крыша. Они получают бесплатное электричество. Естественно, ни для кого не секрет, что майнинг криптовалюты для Абхазии один из главных источников вот этого серого теневого дохода, в котором, естественно, повязаны значительные силы политические, которые существуют в Абхазии. Известно, что Пачалия, помимо похищения бизнесменов, интересуется еще и протестами в Абхазии. Он был одним из участников так называемого боевого крыла радикалов. Лично был замечен рядом с правительственными зданиями. Причем, еще раз напомню, в тот момент он уже находился в международном розыске. То есть человек, который дружит с ворами в законе, решил еще и политикой заняться. Вероятно, знает, за что борется. В одних рядах с ним был замечен и другой небезызвестный криминальный авторитет Тенгиз Агрба. Кстати, бывший абхазский депутат. Он, по слухам, тоже любит запрещенные вещества и оружие. О чем, кстати, еще несколько лет назад сообщала местное МВД. Гражданин Агрба незаконно хранил и носил при себе незарегистрированный пистолет иностранного производства, а также боеприпасы к нему в количестве 9 патронов калибра 9 мм. Согласно экспертной справке, изъятое оружие технически исправное, к производству выстрелов пригодно, а патроны являются боевыми. Еще один близкий родственник Пачахи отличился во время протестов в криминальном мире непризнанной республики, и он считается не последним человеком. Омар Смыр тоже отличается буйным нравом. Смыр пытался что-то решить по-братски с прокурором Гагарского района Абхазии, но решать, конечно, никто ничего не собирался. В итоге между мужчинами началась драка. За поясом у Омара отчетливо видна рукоятка пистолета, но прокурор оказался проворнее. Уже после нападения на прокурора Омара видели на заседании ЦИК страны. Как получилось, что он до сих пор не задержан. Сейчас криминальными авторитетами и, самое главное, обстоятельствами похищения российского бизнесмена занимаются местные силовики. Одного из нападавших, у которого был в руках автомат Калашникова, уже задержали. Гражданин Маля, вам задается вопрос. Кому принадлежит данный автомат? Нет. Что касается потерпевшего, известно, что мужчин все-таки вынудили заплатить выкуп за свое освобождение, после чего не смогли выехать в Турцию. Тем не менее, расследование громкого дела продолжается. Адамыра Пачалию силовики собираются задержать в ближайшее время.
Алевтина Марченко, Илья Ушинин и Наталья Попова. Телекомпания НТВ.